Через автомобильные зеркала можно заглянуть назад в будущее. Москва. Водителю хэтчбека, который ехал перед зрителем Антоном, стало неуютно в средней полосе. Вот он, не глядя в зеркала, и юркнул в левый ряд. Это была плохая идея. Неприятный сюрприз приготовили на светофоре нашему телезрителю Егору. Позавидовал водитель иномарки, что правая полоса, хоть и не спеша, но все же едет вперед. Эталонный зазеркальщик отметился аварией в Нижегородской области. Иномарка приткнулась на обочине, а потом резко вывернула на дорогу. Легковушка улетела в кювет колесами в небо. На дороге все равны, пока на нее не выезжает самосвал. Неопознанному летающему объекту любая площадка хороша, даже кузов грузовика. Евгений из Санкт-Петербурга подтвердит, инопланетяне прикинулись рулонами рубероида и бросились ему под колеса. В Вологде самосвал в кратчайшие сроки выполнил дорожные работы. От рвения зрителю Михаилу чуть пятиться не пришлось. Он не успел притормозить перед микроавтобусом на аварийном участке и метнулся навстречку. Получилось еще хуже. В тяжелую машину влетел серебристый седан. Самосвал это не остановило. Он решительно отправился разравнивать грунт на обочине. Остановил громилу скромный хэтчбэк. Наш зритель Павел наблюдал за стайной охотой. Пара самосвалов выбрала жертвой такси на выделенке. Громилы взяли желтый автомобиль в коробочку, намяли ему бока и уже почти проглотили. Но шашечник сбежал. Такой передел сфер влияния дорого обойдется крупногабаритным хулиганам. У светофора всего 3 цвета, но хватает, чтобы изобразить драму. В Саранске телезритель Сергей встретился с водителем-хамелеоном. Кроссовер уверенно ехал на перерез. Дядя прикинулся, что зеленый горит именно ему. Но регистратор не обманешь. У Сергея еще 8 секунд было на преодоление перекрестка. Пришлось задержаться и поправить дальтонику световосприятие. На светофоре надо доверять своим глазам, а не бестолковым водителям впереди. Тамбовчанин Алексей убедился в этом лично. Темный седан отправился вслед за пикапом на красный свет. Внедорожник повернул и остановился, а легковушка опрометчиво ломанулась вперед. Ожидаемый удар в бок и прижатие к позорному столбу.